мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Удачно скроен плотно, сшит, шумный, большой, энергичный. Он отличался огромной работоспособностью, он был талантливым художником, он хотел все знать, все понять, он хотел объять необъятное. Его наследие – это десятки сюжетно-тематических полотен, это портреты и пейзажи, это сотни, а может быть, тысячи эскизов и рисунков. И во всем этом его жизнь. Жизнь удивительного человека и удивительного художника Ивана Стасевича. Іван Стасевич вучыўся ў Маскве, і першая праца гэта была праца дыпломная. Вельмі ўразіла. Ваня быў чалавекам вясковым, і яму трэба было спасцігаць і падчас вучобы, калі ён учыўся ў Мінску, і падчас вучобы, калі ён учыўся ў Маскве, яму трэба было пасцігаць новы свет, свет гарадскога жыцця. Працуючы ў акадэміі і выкладаючы ў акадэміі, ось, і в апошнія гады, і тады, калі ён быў значна маладзейшым, ён непарыўна быў неяк звязаны з прыродай нашай, з некімі падзеямі, которые ў дзяржаве адбываліся. Ён стараўся адгукнуцца на гэтыя падзеі. Калі Івана не стала, то прыйшлося перабіраць спадчыну. Лепшыя творы яго знаходзіліся ў нашых дзяржаўных музеях, у музеях Вялікай Айчыннай вайны і ў другіх музеях краіны, не толькі краіны. Але ўразіла тое, дзе як бы адводзіў душу мастак, калі трэба было сабіраць матэрыял на прыродзе, калі трэба было замалёўкі рабіць, на эцюды хадзіць, і стан прыроды. От гэта душэўная якасць. І на гэтых невялічкіх працах было відно майстэрства Івана. Калі ён быў сам сабою, калі не трэба было вялікую напругу рабіць, каб знайці нешта, тое, чаго ён не ведаў, чаго ён не знаў, але трэба было, вымагала карціна. А тут яго гэта кранала вельмі. Гэтыя творы былі пераданы сваякам, ну, а частка твораў, так сказаць, засталася ў музеях і ўсё. Іван быў вельмі цікавым чалавекам. Ён дзесьці ў некія хвіліны быў і чулым, ён і яго кранала ўсё, а ў некія хвіліны ён сабіраўся так, ну, моцна, як бы канцэнтрыраваў сваю энергію і быў у некіх пытаннях і катэгарычны. Але не без гэта характар. Мы, калі рашалі лёс яго спадчыны, ці калі перабіралі яго малюнкі,
яго этюды, як ён ездзіў са сваім курсам, калі вучыў у акадэміі, ён жа прафесарам быў і выкладаў у акадэміі на кафедры манументальнага мастацтва, жывапіс выкладаў, то там тоже такія ёсць цікавыя куточкі нашай зямелькі, которые так яскрава выкананы ім на невялічкіх палотнах. Мне здаецца, што Іван аставіў шмат такіх твораў, і яны жывуць. Душа живописи – идея, форма ее тела, краски, кровь, рисунок, нервы. Гармония, поэзия дают искусству бессмертную жизнь. Эти слова Ильи Репина для Ивана Стасевича были завещанием, законом существования в искусстве. Он получил хорошее образование. Сначала учился в Минском художественном училище, потом в Московском художественном институте имени Сурикова. Но мне кажется, что суть его таланта заключается в сути его характера. Он был упрям, настойчив и обладал огромной силой воли. Он очень любил красный цвет, глубокий, пульсирующий, яркий. Он на полотнах «Вечная память», «Площадь Победы», «Партизаны, партизаны», «Суровая юность», на портрете народного художника СССР, скульптора Андрея Бембеля, маршала Георгия Жукова. Это цвет памяти для него, для Ивана Стасевича. Памяти, которой он никогда не изменял всю свою жизнь. Он писал большие полотна, посвященные Великой Отечественной войне, портреты героев войны и труда, пейзажи родной Беларуси, Забайкалья, Крайнего Севера, Кавказа. Он писал удивительно прекрасные архитектурные ансамбли Ленинграда и Москвы. И во всех этих произведениях столько энергетики, столько жизни, в них само время, время, в котором он жил. И если бы можно было выставить все его произведения в определенном хронологическом порядке, то каждая из них, как страничка его жизни, переходишь от произведения к произведению и читаешь книгу жизни художника. Первая встреча была с Иваном Никифоровичем не лично с ним, а с его холстом. Это было в 1950 году. Так детально все. До мелочей, между прочим, таким и остался и навсегда. Так вот детально все прорабатывал.
А с Иваном Никифоровичем я уже встретился после того, как он кончил институт в Москве и был приглашен работать к нам в институт. С ним уже встретились, когда и меня тоже взяли преподавать в институт наш. Я на кафедре живописи был, а он на кафедре монументальной живописи. Он любил студентов. Ему не зря поручали всегда вот выезды. Вот такой у нас пленэр у живописцев на природу, а они ездили по храмам, Великий Новгород, Петербург. Надо договориться, все, устроить их, питание. Это очень известно. И ему всегда это поручали. Болел за студентов, потому что он так с монументальным искусством несколько иные, так сказать, задачи были. Так. А он же станковист, так, детали проработать. И когда вот занижали оценки, и так переживал, так болел. Прямо не мог он перенести этого. Был очень возмущен, очень возмущен. Когда вот что-то видит такое несправедливое так в отношении людей, и как он вспоминал уже в Германии, кажется, он же был как сын полка, как убили какого-то паренька, тоже, ну, вот постарше его солдата, у него на глазах как окружили и убили. И он прямо плакал даже, плакал. И становился и суровым одновременно. И была и черта как бы детства у него просыпалась, становился веселый такой вот. В моей памяти он остался человеком, на которого можно было положиться. Я встретился с ним во время практики, после 3-го курса института. Практика была в Новгороде. Он у нас был руководителем. Когда я работал в Антониевом монастыре, делал фреску, копию, он приходил, и у меня был черный халат, и еще такая черная что-то на голове было, типа берета. Ну, он пришел и сразу не узнал, говорит, что за монах тут работает. Потом, когда увидел, говорит, слушай, Виктор, ну, здорово, хорошо, похвалил. Относился к студенту не как вот там учитель, там, а просто как старший товарищ. Вот просто такие какие-то человеческие такие простые отношения, вот это и подкупало. В Ленинграде я наблюдал, как он делал работу. Он делает доскональный рисунок, вот, изображаемую, и обводит это тушью. Это как бы прослеживалось его потом, я увидел во всех работах. Вот, и портреты, будь то там пейзаж, тушь он сохранял, даже вот можно увидеть ее у картинах. То есть, а потом уже накладывал на этот рисунок цвет и форму лепил. Ване Стасевичу было 16, когда он, сын полка, боец
дорожной части Первого Белорусского фронта в мае 1945 года на стене Рейхстага написал: «Иван Стасевич, старые дороги, Берлин». Это был счастливый момент в его жизни, к которому он шел несколько лет через боль, через утраты и потери. Но все это сделало его настоящим бойцом, настоящим мужчиной и настоящим солдатом, каким он и остался до конца своей жизни. Заслуженный деятель искусств БССР, профессор Белорусской академии искусств, педагог Иван Никифорович Стасевич родился 9 января 1929 года в деревне Медведни Стародорожского района Минской области. Его отца во время войны за связь с партизанами фашисты отправили в концлагерь. Ваня потерял многих родных и близких в эти жуткие годы. В 14 лет он стал бойцом отряда имени Фрунзе, партизаном, ходил на задания боевые, выпускал боевые листки. Когда Белоруссию освободили вместе с частями советской армии, он пошел на Запад. Он рисовал дорожные указатели, по которым советские войска ориентировались, продвигаясь к Берлину. Последний указатель, который он сделал, на нем была такая надпись: «До Рейхстага 250 метров». После войны он вернулся в Беларусь, учился в Минске, потом в Москве, очень много ездил по стране и очень жадно впитывал все, что он видел, что происходило вокруг него, и все это впоследствии превращалось в замечательные картины. Он был честен перед собой и своим временем, в котором он жил, и сыном, которого он был. Гэта мастак з вялікай літары, народжаны для таго, каб имець імя такое вялікае Іван Стасевич. Я хочу сказаць, што гэта адзіны выпадак у нашым беларускім, можа даже у Беларусі, не толькі ў мастацтве, калі мастак на сцяне Рейхстага напісаў: «Тут быў Ваня Стасевич са старых дарог». Калі ўжо скончылася вайна, Ваня менавіта пісаў не проста выдуманыя вобразы, а пісаў усё убачанае. Можа, таму яго творы настолькі б'юць па сэрцу, і можа, таму ён быў у жыцці пасля вайны і ўжо сталым чалавекам, як яго лічуць, больш такім стрыманым, таму што чалавек пабачыў усё. Яму не то, што было што схаваць, а ён проста-напроста сціплы быў. Ён аддаваў усяго сябе на карціны. І яго карціны больш аўтабіяграфічныя. Чаму яны такія моцныя, чаму іх маюць музеі нашы, нацыянальны, і ўсе астатнія музеі Вялікай Айчыннай вайны. І ў старых дарогах яму зрабілі на радзіме музей асобных яго твораў. Да яго малюнкі чаго каштуюць, а эцюды, яны настолькі жывыя. І ён выхаваў сваіх вучняў шмат. 40 гадоў выкладаў ён у Акадэміі мастацтваў. І яму было што сказаць. Перад самай смерцю ён паказаў мне сваю калекцыю іконаў і казаў: «Буду рабіць асобную выставу толькі ікон».
разумееце, но мяне больш, конечно, іконы ўразілі, але больш ўразілі яго этюды. Я кажу, Іван Никифорович, этюды апранём у рамачкі і пакажам ваши творы тых гадоў маладыя, таму што жыццё ў яго вельмі было такое змястоўнае і было што паказаць. Чалавечыя якасці ў кожнага могуць праяўляцца ў любы час по-рознаму і да кожнага з нас спасобку. Таму один скажа так, другі скажа так. Для мяне Іван Никифорович быў патрыёт сваёй радзімы, это з поўнай упэўненасцю, боль за радзіму і да апошняга часу, сказаць па праўдзе. І ён аддаваў сябе менавіта гэтай справе. Вось я хачу сказаць, што ён быў вельмі сумленны чалавек. Иван Никифорович Стасевич преподавал в Белорусской академии искусств. Его ученики – это более 100 известных белорусских художников и искусствоведов. Он очень часто выставлял свои работы в самых разных экспозициях и с большим успехом, с большим удовольствием государственные музеи, частные галереи приобретали его произведения. Это и музеи, и частные собрания России, США, Канады, Италии, Индии, Венгрии и других стран. Он был знаменитым, он был известным и успешным художником, но по сути своей он не менялся ни в чем. Он оставался солдатом, который был всегда верен своему долгу. И с моментами счастья, радостными в его жизни, как и в жизни каждого человека, были моменты горестные. Очень рано, в 50 лет, умерла его жена Светлана Павловна. Атаковали болезни, жутко болели ноги. Он перенес несколько операций, последние годы вел практически затворнический образ жизни. В сентябре 1998 года он перенес очередную операцию, а 11 сентября 1998 года его не стало. Когда его мастерскую освобождали для другого художника, часть его работ была просто сгружена во дворе, естественно, часть пропала. Но в старых дорогах открыта галерея работ художника, гражданина, патриота Ивана Никифоровича Стасевича. Здесь хранится более 100 его произведений. Спасибо. В 2004 году, в год 60-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, здесь должен был установлен бюст работы скульптора Асадулаева, но бюст этот не установлен. У меня тоже есть своя любимая работа, написанная Иваном Стасевичем в 1967 году. Очень простая работа, пейзаж. Березы. Просто березы. Но столько много в этом пейзаже света, тепла, чистоты. Родина. А для него, для Ивана Никифоровича Стасевича, слово «Родина» было непростым словом. Родина – это Родина.
все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не подняться